Саламат, Шалдума Серга. Приветствую всех на нашем канале. Сегодня мы решили немного продолжить нашу беседу, которая у нас состоялась на днях. Ну, вначале хотелось бы обратить ваше внимание и немного вспомнить, о чем у нас был разговор. Мы говорили о тейпах и говорили о том, как сложилось общее название народа, об этих процессах. Это мы делились с вами нашими предположениями, нашими видениями по этому вопросу. И хотел бы напомнить, что как раз речь шла о том, что, по моему мнению, эти наблюдения в горах, что у нас были первичные тейпы. Я сказал первичные тейпы. И вторичные тейпы. Речь идет о чем? Я кратко напомню. Что, например, этнографические группы, сложившиеся в высокогорной зоне, они были относительно стабильные. И в основном на протяжении длительного времени они выделяли группы, которые уходили ближе к равнине. Тейпы, которые сформировались в Черных горах, Черные горы — это хребты, лесистые хребты, которые идут от реки Асы и до Дагестана. Это называется Эрцой. То есть жители лесистых гор. Сложившиеся в этих местах группы, в первую очередь, это речь идет о шатуевских тейпах. Они сложились в результате на протяжении длительного времени переселения выходцев из более высокогорных этнографических групп. Я говорил об этом. Об этом свидетельствуют воспоминания стариков, предания, которые к ним пришли от своих предков. Среди, например, таких как Вашдарой, Хаккой, Памтой, они тесно связаны с выходцами то есть с этнографическими группами более высокогорных слоев. Если, например, такие группы, как Мелги, Майстой, Кей, Терлой, Дишни, Хилдьярой, Хачрой, Чанти, Дзумсой, это я беру только Чанти, Аргунское ущелье, Чинхой и боковое ущелье, это Гухой, Мулхой, то это в основном они все представляют территориальное образование, о чем я говорил ранее. Эти территории горные, они ограничены. Население постоянно растет. И, естественно, постоянно часть этого населения должна уходить, потому что ресурсы, имеющиеся на этих территориях, они не прокормят население, которое превышает какой-то определенный лимит. Понимаете, в чем дело? Например, я могу привести пример такой. В 80-е годы мой дальний родственник, он решил развести в горах, где жили его предки, коз. Он решил закупить коз, привезти туда. Ему старики все объяснили. Такое количество. Эти горы, они не выдержат. Нет таких пастбищ. Нет, он говорит, горы там, там много пастбищ, много всего. Ему объяснили, что нет, это из опыта всех предыдущих поколений всегда регулировалось количество скота. Тем более козы, они вытаптывают пастбище. Он не послушался. Он затратил огромные деньги, в конечном итоге все эти деньги он потерял в течение нескольких лет. Я сейчас не буду уточнять имена, где это было, но это наши родственники, если кто меня слышит, он помнит этот случай.
Поэтому первичные тейпы – это те, которые находятся в районе Альпийских лугов и выше скалистого хребта. Да, перемещения были, но не массовые перемещения. Да, туда потихоньку шел приток отдельных представителей населения, которые жили на северных склонах главного Кавказского хребта. Это современная Хевсуретия, Тушетия, вот, может быть, и более южных. Но это процессы носили такой не массовый характер. То есть уходили те к своим соплеменникам, своим близким в период распространения грузинского царства и распространения христианства. Вот. И часть из них, они огрузинивались, они принимали христианство, они становились грузинами. Часть уходила туда. То есть переселенцы с этой территории. А вот с территории высокогорной зоны к равнине переселение носило постоянный характер, я об этом говорю. Потому что в отличие от Дагестана, от Кабардино-Балкарии и других регионов, у нас между Терским, Сунжским хребтами и Черными горами была обширная долина, территория Чö. Чö – это ченский и гурский, это внутренняя территория. Там были плодородные земли и удобные для жизнедеятельности людей территории. И, естественно, население, оно знало об этом, и оно переселялось, осваивало эту территорию. Это перемещение шли через Черные горы, через Арцию. Поэтому, если взять такие тейпы, например, как вот я перечислил, и к нему еще территории Мержа, Эхка, Ялхара, Нашха, это территории первичных тейпов. Но, например, территории Нашха, Гала, Мержа, они очень тесно были связаны с географическими группами, которые находятся за скалистым хребтом, к югу от скалистого хребта. Керлой, Дышни, Кей, Мялги. То есть между ними перемещение всегда было. И вот выходцы из всех ущелий, не только из современных чеченских гор, но и из территории ингушских гор, переселение на равнину шло с древнейших времен. Естественно, это население контактировало между собой больше, чем жившие в горах. Они не были разделены горными хребтами. Об этом и шла речь. И выходцы из разных ущелий, тесно взаимодействуя, контактируя между собой, вот, они постепенно сливались в единое целое. У них появлялось они осознавали, что они единый народ. Люди одной территории. Вот о чем я говорил. И об этом я говорю, потому что я не говорю, что это потому что я так хочу, потому что исследования грузинских ученых, других авторов в горной зоне сложение народа происходит всегда в долине наиболее плодотворных землях, наиболее удобных для жизнедеятельности. Поэтому люди, они осваивали эту предгорную долину. Поэтому они селились не по своим там кучками, отделенные друг от друга там горными вершинами. Нет, они вперемешку. Правда, система была как типа хуторская. Но они очень тесно контактировали и постоянно сближались, сливались. И речь шла о том, что вот эти процессы шли не только с Аргунского ущелья, не только с Галанчожа или там даже с этой самой Асинской котловины, но и современных Веденского, Наживертовского района. Я не ограничивал никого. Но речь идет о том первичный, вторичный. Вторичные тейпы – это тейпы шатоевские, Нахчмахкут. Почему? Потому что, например,
Нахчмакоевские тейпы, это предание с 19 века, они считаются чистыми чеченскими тейпами, по их собственным преданиям, потому что они вышли из Нашха. То есть в данном случае я не думаю, что Нашха это современная Нашха, небольшая территория в Галанчевском селе. Нашха здесь, скорее всего, на протяжении длительного времени это просто сузилось до этого состояния современного Нашха. Нашха в этом древнем понимании это высокогорная зона. То есть они своим происхождением связаны не только с современным Галанчевским районом, но и с Аргунским ущельем, и с Чеберлоем. И нахчмакоевцы – это потомки тех, кто первые осознали, что они единый народ, потому что они жили в долинах равнинных рек между Черными горами и Терским Сунжинским хребтом. И они уже осознавали, что они единый народ. И вот это название, оно в то время, конечно же, не было самоназвание. Вот, скорее всего, было нарицательное название. Нахчур. Нахчур, нах. Нахайчу. Это было нарицательное название. Это вторичный тейп. И когда была опасность, скорее всего, они отступили не определенно там 500-600 лет назад, видимо, более древние времена. И они, когда отходили в горы, они ушли в наиболее удобные места. Какие? Они не ушли в высокогорье. Они ушли именно вот эти самые передовые хребты. В основном они отступили в современный Ножегиртовский Веденский район, то есть Нахчимах. И они сохранили название, что они нахчимахоевцы, что они выходцы с этой долины. И вот это название Нахчимах закрепилось за новой территорией. Но они сами, далеко не все были выходцы из этого современной территории Ножегиртовско-Веденского. Они были выходцы из Галанчевского района и высокогорных районов, из Аргунского ущелья, Чанти-Аргунского ущелья, из Шару-Аргунского ущелья, и из Чеберлоя. Кроме самих выходцев из Веденского, вот это Ножегиртовского района, этих территорий. Поэтому у них сохранилось предание, что они чистые чеченские тейпы, и что они вышли из Нашха. Нашха в данном случае, на мой взгляд, это название всей высокогорной зоны. Они узкой территории, которая на сегодняшний день сохранила название Нашха. Вот о чем идет речь. И здесь не идет речь, какие тейпы были главнее, какие были ниже, об этом речи и не может быть. Здесь нету. Название Нахчу одинаково для всех представителей современного чеченского народа, от Ножегиртовского района до Галанчежа. Все эти тейпы одинаково претендуют на это название. И ни один тейп не может быть первым Нахчо, вторым Нахчо, потому что Нахчо – это собирательное название всех вот этих тейпов. Они одинаково являются Нахчо. Вот коротко о чем была речь. Вот. Поэтому здесь говорить о том, что там какой тейп был больше, какой меньше, до сих пор статистических данных таких нет. Кого больше, кому меньше. Но единственное, можно сказать, что, например, шатоевские тейпы, Хатве, Хамтве и другие, они, конечно, меньше, чем Чинхуа, Чанты и другие, потому что Чинха, Чанты – это большая территория. И многие, которые переселились на равнину 200, 300, 500 лет назад, они уже существуют под другими названиями. Они уже, может быть, не осознают и не знают, и не помнят о том, что они вышли откуда-то из Чанта или там Мялхиста или Терла. И натеречные чеченцы, древние, до Кавказской войны, они как раз очень тесные связи имели с горами. И даже во время Кавказской войны они имели очень тесные связи с горами.
И даже возьмите Услар в его исследованиях, когда он записывает там сведения о чеченском языке, вот, он контактирует в основном с натеричными чеченцами. И этот натеричный чеченец ему и говорит, что вот в горах Чечни недоступно. Там вы нашли бы больше материала, потому что язык там в большей чистоте сохранился. То есть эти люди постоянно имели контакты с горами. И речь о том, что там, например, Мартанхой или кто-то, нет, я делал раскопки в Шалажи. Я говорю о том, что, как я сталкивался. И в Шалажи как раз были не представители других тейпов, а Чинхой. Я с ними разговаривал, и они сказали, что они с Ламрой не хотят ничего вообще иметь. Нет, мы ничего не имеем отношения. Об этом я говорил. И в Бартатире тоже я Чинхой знал. И Тиех Мартан, Ачхой Мартан, тоже Чинхой знал. Я говорю, именно тех Чинхой, не все, далеко не все, но они категории, они согласны были быть хотя бы марсианами, но только не Ламрой. Из Натеричного района. Вот эта тенденция появилась во время Кавказской войны, после Кавказской войны. Потому что во всех русских документах во время Кавказской эта война идет с горцами. Все чеченцы, которые воевали в составе русских войск, которые подавали прошение, чтобы им выделили землю за их службу в 860-е годы, они не пишут, что они воевали против чеченцев. Они говорят, мы пошли воевать против горцев. Мы воевали против горцев. Вот о чем идет речь. И название это укрепилось именно после Кавказской войны, когда на территории Чечен-Ингушетии администрация старалась, чтобы заселить почти каждое селение выходцев с соседних территорий. Как они, например, в документах пишут, чтобы легче было контролировать и знать настроение чеченцев. Вот. В русских частях было очень много переводчиков. В основном это были кумыки, тюркоязычные. Кумыки называли всех дагестанцев, они называли тавлинцы. Поэтому в русских документах идут тавлинцы. Поэтому чеченцы, горцы, они тоже разделяли на чеченцев и на тавлинцев. И это подчеркивалось. И вот это в результате вот этого как раз вот это укрепилось, что чеченцы равнинные, натеричные, это добрые, это мирные, а горцы, они зло приносят. И после Кавказской войны это постепенно вбивалось. И люди начали, те, которые до сих пор имели близкие контакты со своими родственниками, потому что им эту связь они поддерживали. Вот эти, когда связи прервались, они себя почувствовали другими. Там какие-то горцы, а мы другие. Дело в том, что это специально запускалось. Возьмите, например, такое. В 70-е годы среди городских чеченцев интеллигенция. У них появилось выражение, эти гуроны. Вот. Самое интересное, этот термин впервые использовали русскоязычное население, чтобы они так называли всех чеченцев. И тут чеченцы, городские интеллигенты, они посчитали, ну мы-то не гуроны, гуроны это те, которые не городские, там с гор приехал оттуда. И они, представляете, они называли их гуронами. Ну, естественно, мне как это с Бароновки один армянин, мой старый знакомый, он сказал, что обычно это когда русские и русскоязычные встречаются, вот они говорят на чеченцев, гуроны. Но чеченцы, они решили отделиться от этих гуронов. Это вот такие интересные моменты. Это то, что я сталкивался. Я не говорю, там кто-то мне сказал или что. Так что исламру с этим я сам сталкивался, я сам знаю это. Потому что особенно начиная с 1979 года, я каждый год, каждое лето я ездил по всей республике. Я читал лекции от музея. И в Ачхой-Мартановском районе, и Урус-Мартановском районе, и Гудурмесском районе. Со мной сейчас некоторые спорят, вот нет, у нас не говорили. Ну, я говорю о том, что я видел и что сталкивался. И самое интересное было, когда вот это спорили, что Ламра и Нохчи, люди, представители именно вот этих тейпов, Михлой, Дышни, те, которые на равнине жили, выходцы из этих гор. Но они категорически не хотели быть выходцами из гор.
Например, в Старых Атагах у меня очень много друзей было. Надеюсь, что и сейчас они живы. Вот. Постоянно шел разговор, так, ламры, ламры, вот этот разговорный. Вот. А кто вот в Старых Атагах в основном об этом, тех, которые об этом говорили? Памтуй, Киелой, то есть выходцы из Шатоя. Они, их предки буквально несколько поколений назад вышли из Шатоя, и они шатоевцев называли ламры. Варангоев. Понимаете, в чем дело? Я об этом говорю. Что это очень плохая тенденция. И и мы, когда закрываем на это глаза, от этого она не исчезает. Вот мы чеченцы, а вот они ламры. Но дело в том, что чеченцы, они образовались как раз на протяжении сотен лет именно в результате смешения выходцев всех этих горных тейпов. Потому что эти тейпы складывались только в горах. Вот это один вопрос. У меня, знаете как, ну, я вот когда читал книгу или что-то смотрел, я постоянно старался перечитывать или пересмотреть. Может, я что-то упустил, может, я неправильно понял. Прежде чем как-то что-то критически выступить, убедиться, правильно я понял или нет. Вот, поэтому надо всегда более тщательно это проверять. Далее, когда я не хочу никого обидеть. Я просто говорю о том, что чем я занимался. Когда я говорю, что я разговаривал, называя имена, некоторые, вот кто-то написал, вот у него даже Гигичкори родственник. Да нет, не об этом дело. Дело в том, что я называю имена, чтобы показать источник, откуда я взял этот материал, кто мне это сказал. И я называю те источники, которые имеют какое-то отношение к этой информации. Не просто с третьих рук, а имеет отношение к этой информации. Понимаете, в чем? Поэтому надо перепроверять и смотреть. Вот как-то меня спросили насчет тейпов. Вот. Название тейпов, там специализация тейпов. Ну да, это у нас привычка была. Не знаю, с чего это. Например, Сулейманов это писал. Ибрагим Саидов, который я очень хорошо знал, кстати, он родственник был материнской линии, он пел тейпом, очень знающий человек. Вот. Что у нас были тейпы специализации ремесленной. Ну, понимаете, в чем дело? Ну, мы же все хотя бы в школе учились, знаем там историю Средневековья, Европы. Вот эти ремесленные общины появляются, когда есть уже городская система, и когда есть спрос на товар, когда есть богатые, когда организуются межгородские ярмарки. Ну и то отдельной этнографической группы нет такой. Когда идут уже денежные отношения, но когда обычный, когда обмен продукции сельского хозяйства или земледелия на это, таких крупных центров ремесленных, они не могли быть и возникнуть. Представьте, огромная территория, и они занимаются производством чего. Ну вот, например, этот самый, сейчас очень модно говорить, Дзумсой. Кстати, Сулейманов тоже написал, вот, и там некоторые обиделись. Сулейманов, он сделал огромную работу, его книгу трудно переоценить, топоним. Но когда он дает объяснение, вот здесь, как он и мне сказал, он некоторые сделал подсказки по чьей-то, вот, а некоторые совершенно хотя он прекрасно знал диалекты, он сам Чанти из Атумкале. Поэтому старики удивлялись, почему он такое объяснение дал. Притом самое неимоверное. Например, какое объяснение? Все, кто живет в Шатое, в Ашандарое, знают, есть место Горгач. Горгач это никак не может быть название связано с именем Георгия. Христианский. Святой Георгий, по-моему. Горга это округлое. Че, суффикс места. Горгач это буквально к округлому пологому месту. Ну там кто побывал, он знает это.
Ну, это же название ему просто нужно было обкому партии показать, чтобы во время, в основном это базировало атеистическое воспитание на том, что ченцу было язычество. Да, у ченцу было язычество. Да, христианство проникало со стороны Грузии. Но данных о том, что материальных данных, что это христианство имело какой-то вес, ну, там таких нет. Если в Ингушетии есть Хабаерды, есть Альбаерды, мы это знаем. Но это тоже просуществовало недолго. И вот этот тейп Дзумсой. Вот здесь появилась теория, что были тейпы, этнографические группы, которые получили название по названию ремесла или предметов, которые они изготавливали. И вот Дзумса, перевод идет «горская телега». Понимаете, в чем? Человек, который, например, жил в горах и был Дзумса, он, конечно, у него это сразу вызовет сомнение. Во-первых, я несколько раз говорил, что моего деда, брата, жена, она была из Дзумса. Но сами дзумсуевцы раньше, даже старики, после возвращения с Казахстана, они говорили «дзусай». «Дзусай», да? Понимаете? Дело в том, что первая дорога, по которой могла телега проехать, Дзумса, она дошла до приблизительно подножия горы, на которой находятся вот этот остатки селения Башенного Кяшт. Это в 60-е годы, местные жители об этом говорил, они заплатили трактористу, и он прорыл дорогу. Ну, там очень опасная дорога была. Вот, конечно, там на машинах было опасно ездить. Но ездили такие, знаете, вот это ГАЗ-57, по-моему, старый, до ГАЗ-69. Вот такие машины, они еще могли там подниматься. Но в основном эта дорога была сделана, чтобы люди могли там на этих подводах они что-то привезти, увезти. Вот так. До этого там такой дороги не было. Там можно было проехать на лошади, вот, можно было проехать на ишаке, прогнать быков, тропинки, но телега там не могла проехать. И вот название то, что Дзумсой от горской телеги Дзум, это уже несерьезно. Но если кто знает дзумсоевский диалект Дзумса, дело в том, что такое Дзум? Это далеко не телега. Дзум — это специальное приспособление, которое делали на один сезон. Может быть, даже за один сезон несколько делали, потому что они были очень недолговечны. Это чтобы более тяжелый груз поднять по серпантину наверх, чтобы, например, вывести навоз на поля осенью и весной. Чтобы, например, скошено сено волочь домой. Это как типа, это в принципе представляет из себя носилки-волокуши. Понимаете? Наверное, из вас кто-то смотрел фильм, есть этот вестерн, комедия. «Меня зовут Троица». А там играет Бад Спенсер и Теренс Хилл. И вот в этом фильме он постоянно ездит на этой Дзум, он лежит. Это типа носилки, длинные рукояти, они крепились к седлу лошади, а с другой стороны они волочились по земле. Вот это и есть Дзум, это не телега. Естественно, они, представьте себе, сколько это может выдержать, это волочится по земле, вот эти жерди. Вот. Это не телеги. Конечно, там телеги. Если телеги, а как они могли вывезти? У них что, вертолетами они вывозили из Думсу? То есть надо на месте смотреть и говорить. Например, такое Чухой. Но дело в том, что вот эта территория, Гути, Мулхи, оно не называется, я сколько спрашивал, и Гухой, и всех, это не называется Чухой, Чу. Это называется Чо. Это
боковое ущелье, это внутреннее ущелье. Чу, это внутренняя территория. Чухой они называются, внутренние. А чу это самая стрела, и вот они производили стрелы. В каждом селении, например, были мельницы. Но эти даже эти мельники, это не было отдельной специальностью. Он еще занимал своим хозяйством. Но он содержал эту лестницу, за что ему платили каждый, кто проходил молоть там в древности, что свяси, божи, борцы вот, выращивали в то время. Хачкс кукуруза появилась позже. И они платили ему бол. Бол это побор, гарнцев побор за помог. Были токарные станки, да, были специалисты, которые посуду хорошо делали, но они эту посуду не ввозили куда-то за пределы, они продавали на своей территории. Но Хачраха на этой реке, этот старик, в 1979 году он показывал на это Хачра-Эрк, по его словам, там было 4-5 этих токарных станков водяных, цахар. Они готовили эту посуду в свободное время. И потом, когда осенью была ярмарка в долине Чанта, он их выносил вместе со своими продукцией скотоводства продавать. Но специализации такой нет. Ну, о Нехал я уже говорил. Нехлой это бражники. Ну, на Нехал территории там нет столько полей, чтобы выращивать продукцию, чтобы варить эту брагу. Они бы с голоду, они же должны кормиться, понимаете, в чем? И где был спрос этой браги? Эту брагу них, ко, е, это каждая семья варила у себя на осенний праздник. Это языческие времена. Так что просто, когда автоматически повторяют вот некоторые ошибки, то они, понимаете, получают очень длительную жизнь. Дальше, о чем могли бы еще сказать? Здесь вот вопросы. Здесь пишет один. Может быть, келла происходит от слова колом. Во-первых, келла это неправильно. Оно дано жителями гор на своем языке. Оно называется, например, так. Если это видно. Например, итонкал, келла. Келла это совсем другое. Это место, где стоят скот, особенно мелкорогатый скот. Вот. А это кал, итонкал. Вот. Что-то у меня, по-моему, оно на камеру не видно. Вот. Это совершенно другое. Вот. Дело в том, что коллам это слово как раз от основы кала, оно и произошло. Понимаете, в чем дело? Коллам это позднее производное слово с помощью вот этого суффикса «м». Вот. Поэтому здесь просто надо обратить внимание с этим корнем. Какие у нас слова есть с этим корнем? Давайте, может, вам интересно будет. Например, сейчас я вам, здесь у меня выписано ка. Это специальная смесь для стирки белья из золы с горячей водой. Ке. Огонь, очаг, керч. Обычно говорят, хедечка съездили. Дальше, хай происходит от ха. Ха это имело древнее значение какое? Дом, навес, крытое, укрепленное место, помещение, постройка, укрепление. Позднее еще хлев, сарай, двор. Вот она. Кал. Кал идет как раз от этого.
Дальше что идет? Хи, кай, крытый, укрепленный, закрытый. Хайца. Хайца называлось что? Это нижний закрытый этаж боевой башни. Понимаете? Вот. Кроме того, кай называется постройка, это уже позднее, для содержания животных. Ки, место загона баранов. Это записано Усларом. 880-е годы, 70-е, 80-е годы. Кстати, в ингушском языке кай-ки – конюшня. Вот сейчас я не знаю, употребляю слово, но оно имело значение конюшня. Дальше сравнение идет какое. Это конюшня хлев в ингушском языке. Вот. И сравните дальше. Аварская кай, цесская ко, табасранская кой, лезгинская кав, рутульская кагау. Крыша. Аварская кай – это укрытие. То есть уже кавказский общий корень имеет. Кала, кал, покрыть, накрыть, закрыть, укрепить. Если вот это слово коллам, коллам это судьба, рок, обычное значение имеет. То есть оно производно, вот это коллам, как раз вот этого корня кал, кала. Кало, кровля, крыша. Вот и дальше от этого корня что? Кола, покрываться облаками. Тучами о небе, становиться пасмурным, облачным. Колла. Создать, создавать, сотворить, творить, накинуть, накидывать. И вот коллам. Коллам рок судьба. Предначертание. Колу. Когда в горах тьма, туман поднимается, говорят колу. Коула. Закрыть, закрывать, запереть, запирать, укреплять. Коула, каула, коула. Хейл, секрет, закрытый, скрытый. Кула, кули, закрытый родник в горах. Вот такие вот примеры я привожу. Так что мне кажется, что этот ряд можно очень дальше продолжать. Вот. Но кала это укрепление. И коллам это по соотношению к кала это уже вторичное. Дальше что у нас идет? Так, насчет дифтонга здесь вопрос. Дело в том, что у нас в 19 веке до нашей депортации записанные слова в диалектах, они все идут с дифтонгом. Например, сейчас говорят али, речка, уали, оаса. Оаса это тоже речка, полоска, полоса чего-то. Вот. Идет, значит, бау, броу, уо, уау. Понимаете, в чем дело? Вот. И я это беру именно из этих диалектов. Ну, для интереса возьмите работу Саханова, почитайте, Алироева, лексики. Вот. Хотя там тоже не все слова есть. Вот. Но я, когда общался со стариками, записывал у них вот эти слова, и я поэтому на это опираюсь. Вот. Потому что эти люди, они говорили на языке, который был более близок к тем, кто строил и жил в этих башнях. Вот я знакомым товарищам перевожу пример. Вот сейчас вы возьмите любому, скажите, вот в Итумкале, выходцам из Итумкале, Дзумса, Чинха, что такое пандур, андур. Ну, у нас хоть языковеды знают об этом. А вот даже после депортации, даже в начале 80-х годов, дети, когда бегали, игрались, например, Чинха, Дзумса,
Они всегда говорили так. Алилай, вот сдука, мадук пандуршбу. Вот здесь понять, пандуш. Пандур это у нас это музыкальный инструмент. А дело в том, что древнее слово в диалектах пандур, пандур, это бабочка. Не полла, а пандур. Сейчас уже, когда после школы везде они получили образование чеченского языка, то есть чеченский язык изучили в школах, вот естественно они сейчас полла говорят. Они говорят пандур. И вот здесь пандур, пандур, это очень интересно. Почему? Вот у нас, например, пелк, келк, палец, пенда. Пендах, это которая тонкая полоска дерева, которым вот закреплялись эти самые, как, перед тем, как стены глиной обмазывали. И что такое тогда получается пандур? А вот, например, в словаре отца и сына Кадагедзе у них идет в тушинском языке, у нас, например, там. А в тушинском языке, цово-тушинском, бацбийском, вот, там идет панна, панна, крыло, пандур, сохранившийся дзумсое чинхоевском диалекте, вот, значит, это говорят крыло, дур. Если сравнить, например, зафиксированном Мацеевым чеберлойском диалекте варта дур, варта дуриш, шея, то есть варта крутить, дур делание. То здесь получается пан дур крыльями хлопать или делать. Вот. Ну, когда я сказал, это много, я не слышал. Ну, вы знаете, очень много вещей, которые и я не слышал, и вы не слышали. Но от этого это не значит, что их не было этих. Или они не имели права существовать. Вот. Как хребет Черных гор. Ну да, об этом мы и говорим, что Орстхой это жители лесистых гор. Здесь опять я хочу повториться. Когда я учился в школе, я был маленький, когда я был молодой, когда я вернулся с армии, когда я разговаривал со стариками, вот эти старики, они четко различали Орстхой, Эрштхой. Эрштхой – это те, которые живут в долине, полянники, равнинники. Вот селение, например, есть Эршти. Эршти, направление. Эрш, Ареш, Эр, поле, долина. И Орстхой, живущие в горах. Поэтому, когда они сейчас, потом уже в 70-80, потом уже начали даже в легендах переделывать Эрштхой на Орстхой. Дело в том, что когда эти старики говорили, они говорили нарт эрштхой, а не нарт орстхой. Это то, что я слышал, и я знаю об этом, о чем говорю. Сейчас говорят только Орстхой. Орстхой это жители лесистых гор. Кстати, предания 19 века, они были зафиксированы, они опубликованы. Вот. Шатоевцы. Шатоевские тейпы. Мы Орстхой. Это не значит, что они Орстхой, там выходцы с Малгобекского района или с Галанчевского. Нет, они живут как раз в лесистых горах. Варандой, они те же Орстхой. Ваштарой, Хаккой, Шотой, потому что вот эта территория лесистых, они как раз Орстхоевские. Те же самые, как те, кто живут, например, от Дубаюрта, дальше идет Сиржэл, Бачи-Юрти и Нажи-Юртовский район. Это тоже Орстхой, потому что они живут в лесистых горах. Но это потихоньку термин вышел. Ну, кстати, в 19 веке запись у жителей Веденского округа. Там многие, они тоже говорят, что они Орстхой. И у них, значит, легенды, которые опубликованы, когда пришли
Эрштхой, потом это переделали Орсхой. Они говорят, когда пришли Эрштхой, наступил в горах голод. Раньше здесь хватало продукции все, но эти самые Нарт Эрштхой были такие-то. И вот этот Нарт Эрштхой переделали Орсхой. Вот. Они были так прожорливые, они все съедали, там вот такого типа. Дело не в том, что они съедали, а дело в том, что в результате того, что эти жители Эрштхой, равнин, долин, они отступили в горы от какой-то угрозы, население резко увеличивается, в основном основной поток оттуда они ушли в горы и частично на восток, вот эти территории. Потому что, например, уйти обратно в Аргунское ущелье, там земель в принципе нет, они с голоду умрут, там теснины, скалы. Вот. А на Жаюртовский Веденский район, да, там пологие склоны, там и земля, там и земледелием можно заниматься. Видимо, основная масса их отступила туда. И вот пришли Нахчой с этой самой, из долины Эрштхой, они наложились на местных. Естественно, там было перенаселение, естественно, у них был голод, и вот эти предания остались. И эти предания, как испорченный телефон, они изменялись, в конце концов, там как-то были Нарт Эрштхой, и вот там они говорят, когда они Нарт Эрштхой поняли, что они натворили, что люди страдают, и они выпили все расплавленную медь и умерли, чтобы не мучить людей. Ну, это тоже опубликовано. Это, по-моему, еще Сиражди Эльмурзая, вот у нас был фольклорист, у него опубликованы эти предания есть. Вот. Вот так. Так что Эрштхой, кстати, Орсой, Чеберла, Орсой, это селение Орси. Тоже лесистый склон горы. Кстати, Орси встречаются и в Аргунском ущелье, и Шара-Аргунском ущелье. Вот, места, там, где есть лесистая гора, они называются Орстой. Кстати, по разговору этого Шамиля и Асхаба, выходцев из Цехал и Пори, майстер, вот это то, что Бруно Плички написал Вассеркал, то, что, значит, Сулейманов написал Фаранскал, я с ними очень долго, они мне повторяли, они уже устали, я их просил повторить, чтобы уловить вот это. Уарскал, Уарс, дифтон, кстати, Уарс, лесистого хребта, укреплений. Вот так это надо, по-моему, переводить. И если вы на этом месте побудете, придете снизу и посмотрите, вы поймете, что это единственное подходящее название для этого места. Потому что название люди в первую очередь давали, чтобы был ориентир, чтобы можно было узнать, где это находится. Они не выдумали что-то, им надо было как назвать. Например, этот самый, мне это спрашивали, Дышни. Ну, Дышни, у меня родственники Дышни. Вот у меня троюродные братья, Денелбек, Арби, они намного старше меня, Денелбек вообще намного старше меня. Вот, и их отец, он очень близок, он двоюродный брат отца, постоянно он у нас был. Вот. Сами они Эсхой. Эсхой, это как вот этот самый жил в Шатуе Абдулла Арсанукаев. Вот они все, они близкие отношения имеют родственники. Вот. Откуда произошло название Дышни? Ну и начинает фантазировать. Там уже мне кто-то говорит, вот Дышни, это они золото добывали, что? Вот. Но вы поднимите Дышни, где могли вы намывать золото? Это альпийские луга. Вот. И не похоже, что кто-то там золото нашел или намывал, потому что они жили, как и все. Дело в том, что на Дышнинском, на Чантинском, на Терлоевском Дышна – это лежбище мелкого рогатого скота. Там стояли отары. Вот. Поэтому это называется Дышна. Как этот самый вопрос такой был, вот, например, часто бывает такое магой, ну по-русски магой, вот это, видимо, что-то связано с магами. Вот. Ну, это с магами не связано, это
войнахское слово это мага, мига, верхний. Ига, нижний. Кстати, вот это слово почти по звучанию идентичное, например, в аварском языке. Аварцы сами себя называют магрул, по-моему. Но у них тоже, оказывается, это верхние, горцы. Так что дышни вот так. Майстой. Ну и начинает фантазировать. Вот ма это значит имело значение солнца. Дело в том, что ма не имело значения солнца. Да, у нас есть корень ма, он разные. Например, одно значение корень ма это пища, молочная пища, ма, мана. И второй ма это верхний, высь. От этого верхний высь происходят уже слова с помощью суффиксов малх, солнце, от ма верхнее, марх, облако, эрхе. Вот. Мага с добавлением то тоже верхний. То есть ма это не солнце. Май, маист. Верхний край, верхняя территория. Есть это, естественно, это территория, страна. Имеет значение край. Край чего-то. Вот. Малхист. Край солнца. Я об этом говорил, вот, Малхист. Вот. Дзумс мы сказали. Чанты то же самое. Вот. Гути, ну это ясно, что это гу, это возвышенное место, гора, это гути. От этого гухой. Вот. Немного сложнее мухой. Это древнее название. Вот. Но что это означает? Мулку. Вот. Там есть разные предположения, но я точно не могу сказать. Вот. Но мулк находится в глубине ущелья. Вот. Но мулка есть селение Котто. Ну, Котто это понятно. Кварти это одно. Это возвышенность, верхушка, вверху. Вот. Действительно, селение Кот находится на высоком склоне горы. Вот. Хаккой мы тоже с вами говорили. Хак это лобные шишечки. Хаккой. Не хак, не свинья. Вот. Кстати, в этом калинском диалекте, например, харсхач, алыча, а сам плод, они говорят, хак, хаикш. Хилдия, здесь ничего сложного нету. Керла, тот кери, верхний, керлой, как и май. Верхний кир, который сверху. Вот. И дальше тейпы, вот этот Керлой, кстати, там более 50 населенных пунктов. Но особенно вот после работы 30-х годов Мамакаева, потом уже в 60-е годы в начале ему предложили, чтобы он расширил, он второй раз издал эту работу. Вот. Он там пишет, что, например, Керлой тейпы, Керлой он тукум, Керлой тейп, Никрой тейп, Öшни, Бешни, Кенхой, Баулой, Баргой, ну и перечисляют все населенные пункты. Вот. Хотя это все представители одного тейпа. Вот. Например, Дишни и потом отдельно Эсхой. Но Эсхой это населенный пункт Дишна. Вот. Как и Мелхисти. Вот. Потом, значит, идет это самое Шунда, мы говорили, Шунда. Это Шунда Терла, селение по Гишичу. Вот. Ну, у Сулеймана почему-то он взял Швинди, это кизил по-грузински. Но дело в том, что рядом кизила нету. Если там кизил был бы, еще понятно. Вот. Но если даже там кизил был, почему же местные жители не назвали его по-чеченски, на своем языке? Например, у нас в Итумкалинском районе, в Чинха, например, там есть Соун это сеш,
кизил. И почему-то Швинди назвали. Но, скорее всего, Швинди это из одного корня, как шута, шора, шу, возвышенное место. Вот здесь некоторые говорят, вот щута, понимаете, если бы это было бы от этого, как шу и ке направительно, тогда должен был щуке. Ну да, это когда нарицательное название, да, шут вид. Но когда это название становится собственным, оно развивается уже по другим законам. Поэтому шора, тоже шу, и исходно суффикс ра, буквально с возвышенности. Шара это совсем другое. Шара это широкое. Шура это из возвышенного места. То есть мне, скорее всего, вот эти названия шунди, шунди, шуати, шори это из одного. Тоже, например, из этого ряда идет как шуна на Жиртовском районе Нахчмака и идет шуан в Джараховском ущелье. Это как раз поворот в сторону Хули на склоне горы. На склоне горы. Вот тоже идет от шу. Вот здесь я не понял. Тейпы появились, закрепились во время реконкисты, во время деоккупации под руководством Меркел. То оригинальную мысль, что тейпы появились под руководством Меркел. Какое отношение к этому Меркелу имеет реконкиста? Вот здесь не знаю, по-моему, насколько я помню, реконкиста это по-моему, война на Пиренеях, когда арабский халифат, вот они захватили вот эту территорию, вот, и там шла война. По-моему, несколько сот лет они, европейские вот эти государства, христиане, объединились, чтобы помочь испанцам, по-моему, Орегону, этим, даже фильмы есть об этом. Вот, это реконкиста. Но какое отношение вот эта реконкиста имеет к Кавказу? И причем тут Меркел? Вот. Я говорю о том, что эти тейпы складывались на протяжении сотен лет, люди объясняют. И, конечно, говорить о том, что это кровно-родственные, мы объясняли, кровно-родственное это род. Вот. А так, если по ДНК-анализу, например, Ж2 у подавляющего большинства чеченцев, ингушей, горцев, грузин, то говорят, что это кровные родственные люди. Но это же не кровно-родственные, давно уже не кровно-родственные. Здесь можно говорить о генетическом родстве, о кровном родстве мы можем говорить только на каком-то промежутке времени небольшом. Слово «кала». Ну, это интересно, да, заимствовано из арабского. Да, это этимологический словарь тюркских языков, вот, когда смотреть, там, потому что эти языки, даже отдаленные языки, оказывается, они какие-то точки соприкосновения имели. Поэтому здесь сразу делать вывод, что это заимствовано из этого языка или из другого. Вот. Ну, конечно, поздние заимствования, они лежат наверху, они видны. Вот. Ну, а само слово, которое очень давно используется, и говорит, что это слово появилось в результате вот этого самого, и что это слово принадлежит какому-то народу, вот это тяжело, потому что у многих народов эти слова не просто отдаленных, например, встречаются у тех же на Тибете, и китайцев, и японцев, вот, в принципе, с таким же значением слова. Так что здесь просто надо осторожнее подходить. Так, что же здесь еще? Об отношении к языку. Вот я специально выписал. В Исландии есть комитет из 6 человек,
по личным именам. И эта комиссия, она анализирует вот предлагаемые имена, можно их дать или нет с точки зрения национальной культуры. Имена. И это делается для того, чтобы сохранить свой язык, вот эту экспертизу личного имени, вот, и анализируя совместимость с традициями исландского языка. Вот. Это имена даже идут. Вот. А у нас доходит до того, что у нас, например, сейчас пишут на чеченском языке, но пишут по-русски. У нас есть чеченский язык, у нас есть алфавит на основе кириллицы. Вот. Но в этом алфавите по настоянию Яковлева включен весь русский алфавит. И вот у нас там, где надо писать, например, и краткое А, мы всегда ставим Я, и краткое Ю, то есть У, мы ставим Ю, хотя у нас вот некоторые говорят, вот, да, дифтонги, у нас идет так, Яста, Яха, оно не пишется не через Я, Юса, не через Ю, Юшила. В словаре везде буква Ю нет, это и краткое, и У, Ю. Вот. А здесь вот имена они смотрят. И вот здесь интересно такое, я почему это выписал. И грамматика, и грамматический ряд должен соответствовать этого имени. И вот здесь приводится такой пример. Вот представьте себе... Исландский актер, политик и экс-мэр Рейкьявика Йон Геар не смог назвать свою дочь Камилла, поскольку в написании этого имени латинскими буквами есть слово «си», буква «си», которая не входит в состав исландского алфавита. Понимаете, в чем дело? А у нас в этом случае берут эту букву и вносят в наш алфавит. И потом говорят, да, то вы знаете, нам необходимо F держать, потому что у нас очень много заимствованных слов с буквой F. Подождите, но эти заимствованные слова должны быть приведены в соответствии с законами чеченского языка. И тогда эти слова, они будут по-чеченски, потому что у нас как было? Петмат, пайто. Вот это чеченская форма слова. Вот. Но теперь у нас все идет как по-русски. Вот. Фатима, фаэтон. Вот. Кстати, в русском языке заимствованные из французского, английского и других языков слова, они приведены в соответствии с русским языком. Они не подстраиваются под французский, под английский какой-то язык. Чтобы, не дай бог, не исказить русский язык, фонетику русского языка. Вот. Кстати, Нахчу, Нахайчу, вот здесь недавно мне прислали воспоминания кумыкского князя, который жил в Чечне, на реке Доут-Мартан. В 1842 году он был ранен и жил у чеченцев. И вот он записывает предание о по-моему, Арсби. И вот что ему этот старик говорит. Что вот эта территория, вот где этот Доут-Мартан, селение, оно называлось несколько сот лет назад, в древности называлось Нахичу, Нахайчу. А река Марта называлась Нахихи. 120 лет назад эту территорию назвали Доут-Мартан. А реку назвали, значит, реку тоже назвали Доут-Мартан. Вот такие дела.